Беклеребек-Эдиге, чье имя также передают как Идику и Едигей, один из наиболее выдающихся деятелей в ордынской истории, фактически правитель Золотой Орды на рубеже XIV и XV столетий. В молодости Эдиге, как и Тохтамыш, бежал из Орды от репрессий Урус-хана и скрывался при дворе Тимурленка. Там, у Тимура, он встретился и подружился с Тохтамышем. Эдиге и Тохтамыш стали близкими соратниками. Они вместе воевали против Урус-хана и его преемников. Эдиге помог Тохтамышу взойти на ордынский престол. Эдиге рассчитывал, что Тохтамыш, в благодарность за поддержку, назначит его на пост Беклеребека, однако этого не случилось. Потому Эдиге рассорился с Тохтамышем и вернулся к Тимурленку. Находясь у Тимурленка, Эдиге собрал в степях большое войско и установил контроль над Синей Ордой, отколов ее от Золотой Орды. Тохтамыш утратил всякое влияние в этой части государства. Когда в 1395 году Тимурленк окончательно разгромил Тохтамыша, Эдиге умело воспользовался этим. Подобно Ногаю и Мамаю, он возводил на престол угодных себе кандидатов в ханы. Теперь Эдиге, наконец, получил пост Беклеребека, о котором мечтал. Он стал так влиятелен, что в странах Востока его даже ошибочно считали не Беклеребеком, а ханом, верховным правителем Золотой Орды. Он водворял в султанство кого хотел и смещал его с него, когда хотел. Султаны при нем имели только имя, но не имели никакого значения. Так писали о могуществе Эдиге египетские летописцы. Эдиге обладал незаурядным талантом государственного деятеля. Даже несмотря на разруху, вызванную нашествием Тимурленка, Орда при нем успешно восстанавливала свои позиции в мире. Однако, в точности, как и в случае с Ногаем 100 лет тому назад, новое поколение чингизидов не пожелало зависеть от Эдиге, и звезда могущества Беклеребека со временем закатилась.